Здравствуйте, товарищи. Я нахожусь в городе Минск. Вот здесь я по дороге догнал любимую Колхиду. Вот она, товарищи. Судя по всему, эту машину когда-то получал в конце 80-х, в начале 90-х Минский тепличный комбинат. Вот. Сейчас мы познакомимся с хозяином. Добрый день. Добрый день. Як вас зовут? Сергей. Вельми приємно. Сережа, а ви откуль? Я с Минского района. Деревня Обчак. Вот, так я ведаю, где это. А сколько годов вы ездите на Кате? А уже она у меня 18 год. І завсюди на її їздите? Ну так, покатаюся. Ну я завжди вас бачу і ніколи не можу догнати. Поки я на Кольцевой розвернуся, щоб з вами поговорити, ви вже ніде поїхали. Ну тут такая вот. Не меняет лошадь, она как Катюшка, Катькой не называю ее. Катюша, да? Да, Катюша. Слухайте, а такое питання. А ви зразу як купили, був мотор її родний? Было уже родная стояла. Брал не рабочую, запустил, год ездил на всем родным. Що перше полетіла? Роздатка, не? Первая полетела, коробка была, закусила, там начал синхрон, закусилась. Синхрон восстановил. Потом движок стуканул, провернула шатунную вкладочку. Сделал капиталку, новую поршневую, и через месяц он обратно стучит. И домой притянул, слил масло, стружка в масле, даже не вскрывал, сразу я его вон, коробку вон, мосты вон, оставил кабину и раму. Первая была переделка на 131-х мостах, перетеза. Ходить, задние рычага слабые. Слабые. На бездорожье был, просто разорвал редуктор, просто разносил все. На буксовке навязывал на колеса и балки. А роздатка була зразу з коробкою яє заставшися, да? Не, повесил раздатку. 131-го. 131, А мотор зразу тракторний поставили? Сразу простый трактор 240. Без турбины. Без турбины. А теперь с турбиной? Стоит с турбиной. З турбіною. А тепер задній мост, бачу, у вас стоїть МАЗ-500. Лобатором, потому что по той причине, что простые не улазить, надо было прокладки ставить, рама широкая. А передній мост чистий 131. 131. А якщо він тепер не ведущий, відключив? Ведущий, підключений. Разные мосты, разные передаточные числа, но я вышел резиной. Сзади 320-ка, спереди 280. І отримлюється все. Крутится все в одно. На асфальте включают передний мост, ни рычаг, ни голову. Идет все в одно. Вам треба головним конструктором на МАЗ йти. Вот так. Чи нам ЗКТ? Просто методом тыка, калькулятор, каждое передатное число и меру каждого. Роздатка 131-го, а як його понижена є? Є. А чим воздухом зробили, ці тягой? Пониженный включается тягой просто. Тягу зробили, в кабіну Я провели. не в кабину, просто стоит сбоку там. А, тут воздух. Если я пониженное редко включаю, это если где в бездорожье, там рычажок шел, вышел из кабины, шел и все. А передний мост включается воздухом. Клавиша Ясно. шелкнутый, просто включается воздух. Як на 131-м взяли. Это 131. Ага, я думаю, чому ви на катці їздите з так шмат годов. Так ви не їдете, на всё. де бачите, там і їдете. Я бачу, там и еду. Мосты мазовские вечные. Вечне. Года 4 назад поменял мост задний, потому что износились колодки. Разбирать бортовые, менять колодки. Вирішив у збору мост. Его открыть, срезать было стремянки, подкатить другой мост и поехать дальше. Так что, Ой, яке винаходство. Так вас треба, щоб у эту палату державну зареєструвати усі ваші переробки, а то нехто скапує неколи і гроші отримає. а его бить.
Гайробіс, я просто сам А якого года машина по паспорту? 95. 91. 91. А можна глянути у кабіні? Що так само, як і у гэтай качки? Поступлюся я. Же руль отламаўся, вы поставили. И карус осталось рулевой, родное Качкина, да? Да. Вы Это тут- Мазовская получается даже. Но не знаю, и Нет, Харусовская. если родное, то и каруса. Родное стоит только Родное тут один сальник только менял бы. Тут, потом тут сальник. стоит и каруса с завода рулевое. Ну кабина вся родная, все як ёсць. А вы ручник тут вот стоял, куда вы его дели? Выкинул. Ручник стоит вот. А, ручник Простые, 131-го дела. Пласты вот. А, во, яке у вас зроблено. Кулиса Мазовская. Кулиса Мазовская, ясно. Тут же стояла кулиса, которая ох, надо было. Добрая кулиса, просто вы не привыкши. Я 300, где-то 60 тысяч на качках наездил, зачем родным. Кулиса стоит Мазовская. И ручник Зиловский. А Зиловский на ё-моё. раздатки на Так, на як кардане. добре, ніколи не замерзне, нічого не пропаде. Ну. Качковські тормоза були дрянні, їх треба було підводити. Вот я чего мосты выкинул. Мосты Щиток были- качки, щиток. мосты были хорошие, что блокировки. Я даже хотел сделать блокировку и поставить и на передний мост. На передній мост. Да, блокировку. хотел, там аж, у меня редукторы были задние, они же одинаковые. Ну, просто замучили тормоза. Гитара поломалась, а поставили простую Зиловскую. Эта гитара век отломливается на КамАЗе, это беда. ну, простая. Гадость такая, эта гитара. Главное, Гадость. что робот. Да. Сцеплення таки засталося боком, як і було. А сцеплення, ви Мазовську гонупалку таки покинули, Мазовську. Ну, потому что была я родная Качкина, да? Там Мазовский состоял солдат ты. Сцепление? Ну, так и засталося, да? Так и засталося. Что Мазовская? Выхлопная идет вверх, фильтр воздушный под низом. А чему кабину на ходу не зачиняете? Она никуда не поднимет. Там гидравлика стоит. Заколебешься цилиндр- поднимать, там да. Цилиндр стоит, Да, в жизни да, не да, поднимет. да, згоден з вами, Это в згоден. мазе она поднимается. Згоден, Там згоден. свободный І в ход. 608 колхіді. Да. Як торможиш, до кіна А відкидається. тут все равно я в жизни не поднимет эти кабины. Зачем я закрываю? Вельми видатно. І кабіни, я скажу, їх не гниють, правда? Не гниють у Качки кабіни. Не гниють. Ну, не, уже переварена, Ні, але на узровні Маза. Не гниют. Дома есть такая кабина в идеале. Идеале. Выкрашена хорошей краской, без стекол, вся разобранная. То бишь, одну хотел восстановить на всем родном. Так не доходишь руки, настоить это. Даже стекла снятые. Стеклы стоят. А покажите, коли ласка, про кузов свой, як у вас кузов зроблений. Ой, покатилося. Треба на ручник потягнути. На передачу поставити. Уперся він моцно. Слухайте, а кузов ви самі варили, так? Кузов родная, вся платформа все родная. А, платформа родная, Качкина. Да, все родное. Платформа Качкина. Да. Цилиндр только стоит Зиловский уже. Ага. Ага, и рамка переделана Да. с наклоном. Рамка сделана, снятый патент на 20-тонниках на Мазах стоит, чтобы не уходил кузов. Ага. И вот стоит рамка. Когда поднимаешь кузов, она раскладывается. А, раскладная рамка. Держит. Раскладная рамка. Держит, чтобы... Зрозуміло. Был случай, падал, ложилась на уклоне, на подъеме. Масса, если ложится, раму крутит, выкидывает. Ага. Упала, подняли, был винт, домой приехал, Ага. соседа, трактор, поднимаем кузов, цепляем за трос в обратную сторону, 2 раза потянули, рама восстановилась сама. Пластилиновая, крутится. Качкина гора. Да. Рама И хорошая. заклепки не отскочили, не? Ничего нигде не обскочит. А у меня была первая качка 88 года, почти все заклепки выскочили. Я на болты брал. У меня заклепки только с той стороны, вот эта букса стоит уже на болтах. Ниже сгубили маслюнку, да? Это туда палец вот недавно менялся. А, ясно, ясно. Было само в ухо пополам. Ну, это уже усталость металла, а это, я говорю, это запчасть. Ну да.
палец стоит, просто новый нужно поставить. Там масленка с той стороны. Это мазовский палец. Масленка. Масленка там с той стороны. Такое устройство. А что, мазовские пальцы до колхиду подходят? Одинаково, передние рессоры. Мазовские передние рессоры. Листы тоже тут на рессоре мазовские, суперовские просто, супера. Ну рулевое стоит, это Икаруса, и оно с завода. Тут пошив отдерицу, нема, уже отвалилось. Будет написано Мада Инхугару. Да, Мада Инхугару было нарисовано. А може качки передний мост, качки без тормозов, що зрозуміло. Ви його тому викинули, тому що вас достали отсутність. Тормозы, это клиновая система самоподводная. І воно не працює. И оно, Не працює я воно. даже точил ролики с такой монтировки, что токар плевался на. И все равно. Згоден з вами, згоден. Ну ви переробили і пневматичну систему переробили, по-іншому зробили. А тут оборвало, бо тут було, болти було, заклепки оборвало було. Да. Поставили на болти. Вот и тут вот менялась букса другая, ставилась. Ага, мазовскую поставили. Не, родная Качковская. с другой качки. А з другої качки, ясно. Я просто Зрозуміло. два донора. А тут вы тут взяли, доварили, кузов взяли, доварили. Кузов доварили, сделал только задняя разгрузка, только не задняя. И пара на там рамка, чтобы кузов не падал. Все. А кольки тонн так возите? На себе домой и 10 тонн. Ну я неколи вез 13 тонн на качке, мне не робили половинки, муку. А КамАЗ 53-212 вез з прицепом 20 тонн, то я його обогнав як стоячого, яка грузоподйомна, що у КамАЗа. І я без половинків, качка добра прям. Ну я так не бачу, як у вас. Задній мазовський мост, роздатка. Що видатнішим чином? Мост, кажется, новый поставили. Так, где тут у нас снизу раздатка стоит, воина стоит, его ручник стоит, вот тут Зиловский, 131-го Зила. А там тракторный мотор и Зиловская коробка, правда? Коробка стоит с МАЗа 4370. Новейшего. И на по корпусу Зиловская, но у меня 4-я промая, 5-я ускорена. Ага, 5-я повышенная, ускорена. Все, так, вот оно. 2206. Так, оно все. Вот, это включается камера, и тут передний мост, тут А завсюди включений задній, а передники включаються як треба. Як тільки треба. Слухайте, а ви полуосі передні повимали, напевно? Ті підключені передні полуосі. А это тут просто тут стоят на подкачку колес просто. Ага, чашка на подкачку колес. Это вот раз там солидол все заложено, не лезет. С той стороны много напихал, чуть-чуть вылез. Ага, зрозуміло. А радіатор чи стоїть? Радиатор уже стоит просто, если честно, стоит газоновский. ГАЗ-53. ГАЗ-53. Печка стоит ее родная, паяная. Моторчик ее родный стоит. Сигналы стоять. Стояли на бибип, а вы поставили фафа. А так, а куда это электромагнитный клапан стоит, на что? А это на зиму вешаю вспомогательное оборудование. Вешается вот сюда его. Снег чистить. Отвал, снег чистить. Снег чистить. Дома у себя чистите. Стоит на отвал, сделанный на подъем, тракторный цилиндр гидравлический. Но гидравлику не подводил, даю просто воздух. 7 атмосфер воздуха у электроклапан, и воздуху хватает поднять корпус. Ага. Вот як я. Это я делал холд, потом получается, хотел гидравлику уже вешать, цилиндр, хотел подводить гидравлику, делитель ставить. А потом, думаю, дай-ка попробовать себя покулю в гараже, будем поднимать просто, сколько взял от компрессора, просто дал воздух, а я шрах и поднялся. И все, так думаю, это как зимой, как большие сугробы, или летом почистить для дому, бывает снег, так цепляется. Ковшик такие, попал
сторону сбрасывали. И возле дома там соседям все дороги расчистить. Ну, это выгодно. Это так, хобби было. Это выгодно, это добро. Так что Катю вы любите, и с Катей вы развитываться на меру не маете. Я говорю, сколько я буду жить, столько я на ней буду ездить. Мы все вместе уйдем на пенсию. Може, коли будете у нашому бабку заїдете до мене, мою Катьку полядете. У мене все оригінальне, все як з завода. Дома такая стоит, тоже еще в оригинале, но разграблена. Она была на ходу, покуда я ее купил, пока собирал. Я ее просто разграбили, там трубки, проводку вырезали одно, чтобы было. Стоїть одна у Заслав'ю, у Ніка хлопця. Ну і він там нечто, я з ним говорив, купити, так і не договорився. Він там невідомо, що хоче там. А я не, зачем? Мне одну был я притянул чисто на запчасти, на рессоры разобрал такое, остальное, ну что вот поснимал бы очень. О, коли згублю ваш номер, то я його убачу у ролику. Вот красиво расперла, Розперла, ну. это надо пихнуть. Стойка пошла, готово. А стойка вимається? Ні, не вимається. Понимаю, Що треба упертися треба. Лопалово усилил, Упертися но треба. лопается. А стягнуть ремнем взять. Не надо, тут так крепко. Швеллеры тут наварено это. Держит нагрузку. Это. Вот так и наездить моя машина. А по полю добре йде? Ідеально, везде гружене йдете, хоть бы что. Ну вот у эти плюсы этого моста. Тогда стояло по одному колесу, если где в бездорожье груженный, проваливаешься быстро. Сейчас два колеса, больше опора на грунт. Но есть минус. Перед прорезая одну колею, А зад надо не умещается. зад широкий. Да. Вот оно як оно. То есть по 10 то... Бездорожье як оно. Бездорожье есть фотки на телефоне. Я бачу у Ютубе ваши Был садил, я это. Одна сторона вот так садила. Ага. Колес не видно. Вторая стоит ровно на земле, одна вот так. ТОшкой еле вытянула. ТОшкой поднимали перед, и плохое колесо намастили, и потом на залом на 90 градусов только вытянули. И рама хоть бы что. И рама, ну, хоть бы что. Рама крепкая. Честно сказать, вот про раму, то. А вот как так здарилось, что Советский Союз не развалився, тут была бы выдатная машина для колгаса. Она была просто сырая, недоделанная. Вот сырец слепили, и что тут это делитель, это переключение, все электрическое было. Да, электропневматическое, да. Я хотел перейти на КамАЗовское. Если бы я ездил, можно поставить это включение воздухом просто КамАЗовское. Да, можно было, можно. Механическое, да. Делитель. Зажигание выключил, машина стала не на нейтралку. Да, вот ну, все вот это что было. Ну, можно же было там принудиловкой включить, там повышенную. Там, Ключом на 19. ключом на 19. Уперед повышенное, у зад пониженное. Вот, пониженную. Але ну буває вискакивала. Ну як на якій машині? Я не знаю, я год поездил, тогда мне надоело это, и она пошла у меня как конструктор. Ездить, робить, ну что это. Так что, главное, чтобы это, как сказать, руки надо прикладывать к этой машине. У вас тут, вы кажете, вытягивается эта рамка? Эта рамка еще вытягивается, шагой она. Ага, того, для сигналізації це все зроблено. І скільки ще метрів може вже бути? На метр ще можна. Ще на метр. Вот так вот, ще на метр. Ще на метр можна і з усіми фонарами, і нічого не чіплять, можна їхати. Чіпляти.
А вот так любите машину, что еще и гумку КАЗ пришапили его. Да, вот гумку это КАЗ. вот именно Гумку КАЗом. КАЗ, бляха. Да, Ну, от так именно треба КАЗ, любити родной. Колхіду. Треба так любити Колхіду. Грузини, этому человеку треба, каб дали $1 мільйон, что он так любит вашу машину. Вот так и нагудить. Так и нагудить машинка. Хотел закидывать мазовский моторчик. Вообще сразу была Зашмат будет, зашмат. идея сразу была всунуть что-нибудь именно марш. Вместе с коробкой. Но поглядел, что цена качества. Я решил иномарку, тут в мешке, известно что я а папку просто 245. Запчасти у нас делают плюс еще. А покажите людям, как она, куда она глушится, эта машина. Дротиком, вот, товарищи, дротиком. А вот швеллер сюда проварили, как мощнее было, да? Да. Швеллер поставили по боках. Я неколи 50 день это просто закинуто тоже из иномарки. с иномарки, воздушная, на воздуху, да? Да. Зивеки, во! Усё як у мяне, усё зивеки. З Евротеха, з Евростара, сядушка. Но И века. пассажирская, не водительская, а пассажирская. Ремень с обратной стороны. Ага, яка разница, ёще добра. А там Катьки родная сядушка. Там, ще родная. там Катьки родная сядушка стоит. Вы кажете, вот про грузинов. Я на такой Катьке у 94-м году, а у початку года ехал, у конце года, ехал праз Елец у бок Ростова. Меня стрымали милицианты этой елецкие. Давай меня чапиться, как бы грошей дал. Прилетел майор грузин. Ты чуть не биться за их. Скажу, а хто Колхіду оштрафує, той усю жизнь буде покараний. Накрыл мне стол, покуль я еще не съел, и меня не отпустил. Вот так грузины любят тех, кто ездит на Колхидах. Бак вы тоже поставили з некої іншомарки. Это, напевно, з буса з некого. Мерседеса. З Мерседеса. Ну, такий бак не згниє. А такую скринку вы сварили, что покласть какие гайки. Канистры там вот что такое. Канистры, ключи, домкраты, там инструмент. Стоит канистра с маслом. Ага. Доливать. Подсекая цилиндр на подъем кузова. кузова. Сделана воронка, сделанный шланг и масло сразу стекая у канистры. То есть, Как ни раз не капало масло. как под машиной было под чисто, машиной, как под машиной было все зливается. Все по-господарску. сделана воронка, и это еще там чуть что по цилиндру потекло, чтобы оно стекало у ящик. Як У каністру. видатно, як видатно. Мені так треба під краном зробити. Мені ж кран Мас Івановець, під їм завсюди лужина. Вот это. Треба зварити таку воронку. Это тоже глядел еще патент, как в автобазах делают тоже в самосвалах. Наматывается флиппер вокруг цилиндра, поджимается хомутом, прорезается дырка, ставится трубка, шланг и там кто маленькую канистрочку вешает. У меня стоит кого як тече? 20-литровая, как уже все время там, как масло не текло на. Зрозуміло. Треба мені таку мазі у Івановці у крані зробити, бо мені у день 8 літрів витікає. Не розживешся. Не разживешься. Ви кронштейн на запаску поставили ось сюди. Кронштейн поставили, щоб запаску кидати. Как кто-нибудь руками в кузов Щоб жити у щасті, треба нечто недзе позичити. Да, что я... Треба Просто десь- я жизнь там подъехал, раз, и оно в кузове. А там треба тоді лебедку чіпляти, як ви веровками Я піднімаєте. уже выкинул, лебедка была, она там сняла. Є Кацьковська, так? Да? Так, что всё. Кацьковська. Снял потом, это пока еще строился, хату строить, там забор, что-то, какие-то блок, ну мало ли, поднять, теперь уже нет требования. Это ясно. был маленький кранчик сделали такие, под рукой.
И звук интересный. Катька по-другому гудела оригинальная. Фары вот вырезаны стоять от Жигулей, наверное. Борты он сделал, это кузов сам весь сварил из арматур. Вы простите, из опалубок, не так я сказал, из опалубок вот фундаментных. Получилось красиво, дешево и надежно. То есть Колхида грузоподъемностью 5 тонн 500 килограмм возила даже 20 тонн. Даже 20 тонн возила и поднимал еще кузов. Представляете? А так нормально 12 тонн везет. Вот, ребята, какая надежность советской машины. Кто-то рассказывает, Колхида плохо там. 5-е, 20-е. Ну как, выдержать, Катя? Выдержать не такое. Катюша работает, тягает, куда бывает и побольше. 20 тонн повезе? 20 Не надо мусор машин. Я. А сколько повезе? 10 тонн водит. 10 тонн горит. Просто тяжковато и на эти подпитывать. Так, ну, товарищ, что у нас у водителей не 1 на 1. Сережа говорил, ведет 20 и поднимая. А на камеру кажет 10. Ну, мы водители такие, у нас всегда так вот оно. Сам такой. Вот, вот. Вот на все руки мастер. Дай уперед дай. Опускай. Стойки ставят. Блин, провалилась стойка. Специально зад дал, как оно прижалось. А, и он выезжает, и оно свалилось. Все ясно, как борты не поломать. Все, нигде не денется. Треба було прем'єм, наверное, зверху прив'язати. А він розкине зараз таку-то. Посмотрим справа у Катьки. Чего это у Катьки? Что Катька сказать? А, нет, это тут должен быть ящик. Ящика нет. Закрывается четко. Ремень перекинули, зараз все утиснуть. Крылья саморобные, вот самодельные крылья, видите. Резина все новая, зад, перед. Вот ремень он тут зацепил. Четко работает двигатель, красиво. Ну вот,
И финиш. Вот и финиш. И борты стянутся. Все предусмотрено, все продумано. Кожный шаг. Кожный шаг, да. Ну что, поедешь? Поедем. Уже все, да? Да. Счастливо. Всего тебе найлепшего. Вот, товарищи. Сережка сейчас погазует. Ну вот, товарищи, такой приятный, разговорчивый человек. Мы все водители Колхиды или советские дальнобойщики. Советский дальнобойщик, товарищ, это водитель Колхиды. Мы все такие общительные, мы любим труд, любим общение. До новых встреч, уважаемые товарищи.